Изида Чаня часто ругала таможню. Вот, у нас коллеги, мы на коллеги все эти ее статьи, все это рассматривали. Что удивительно, понимаешь, вот 90-е годы вроде бы, да, сейчас какой-то журналист что-то напишет, там на него начинает обижаться, вместо того, чтобы реагировать на те вещи, которые те журналисты указывают. Я ни разу ни слова Изиду не сказал, даже не звонил, но каждая ее статья. А если ты про таможню не пишешь, про кого ты можешь? 90-е годы, блокада, таможня, безобразники. Мы 60% бюджета страны давала таможня. Изида пишет, понимаешь, и все равно и на коллеге мы это все рассматривали. И как-то я уже ушел с государственной службы, и как-то с Изидой встретились, он говорит, вот Аслан Алексеевич, вы ни разу ничего не сказали. Это, понимаешь, себе дорого. С журналистами спорить, доказывать. Если, конечно, они тебя грязью обливают, если это все неправда, в конце концов, подавай на них в суд. А то мы сколько дикости всякой слышим, видим и все остальное. Когда-то же цивилизованные какие-то формы. Даже тогда, понимаешь, те, которые когда были в оппозиции, хлопали Изиде, там, руки отбивали себе, потом она их врагом стала. Потому что Изида кто-то сюда пошел, а Изида как шла, так и идет. Это ее образ жизни, это ее позиция. Она такая. Я рад, что такие вот есть Изида, Нисфа.